Этот фильм впервые за последние, я так полагаю, десятилетия на федеральном уровне, на федеральном канале поставил вопрос о существовании исторических врагов внутри России. Давно я этого не слышал. Этот фильм сделан дилетантски, он сделан не историками, и в нем огромное количество, во-первых, каких-то ложных утверждений, а во-вторых, много ошибок. Лето 1552 года выдалось жарким. В самом первом вводном слове автор прямо говорит, что русская рать наступает на вражескую столицу, город Казань. По нескончаемой степи в сторону вражеской столицы. Уже одна эта фраза достаточно для того, чтобы понять лейтмотив всего этого фильма. Это, во-первых, язык ненависти, несомненно. Во-вторых, это создает вот этот самый отрицательный фон для понимания всего сюжета и оценки этой самой истории. И, конечно, вот когда дают такие трактовки в цветочных оттенках, это абсолютно не соответствует историческим данным и противоречит и русским источникам тоже. Потому что я как историк источники эти внимательно читал, хорошо их знаю. У юного царя были духовные наставники, священник Сильвестр и митрополит Макарий. Именно они привили юному государю чувство личной ответственности за вверенную ему Богом страну, в том числе и за русских единоверцев, уведенных в рабство. Авторы должны обосновать, почему же необходимо было, даже если это вражеская столица, ее завоевать. Губительные набеги татарской конницы вынуждали держать на казанском направлении тысячи ратников. Казанское ханство и вообще татары служили постоянным источником бедствий для Руси, совершая грабительские. В фильме это подчеркнуто несколько раз. Грабительские набеги. Походов было достаточно много. Крупных походов было 12. Из них 7 были инициированы великими князьями московскими. То есть получается, что разоряли-то как-то больше, значит, казанцы границы московского государства, а походов совершали больше русские. Есть еще один аргумент. И в фильме он прямо подчеркивается. Казанское ханство, Астраханское ханство – это были оплоты политического, в первую очередь, ислама. То есть проводниками влияния Османской империи, которая таким образом выходила на Волгу. Через политический ислам. Что это такое для 16 века? Это на совести авторов фильма. Но вот этот самый политический ислам создал, значит, такую дугу полумесяца, которая сжимала русское государство. Этот миф был придуман в 40-е годы советской историографии. Никаких целей по вторжению в Восточную Европу, распространению своего влияния у Турции вплоть до второй половины 17 века не было. И ей совершенно безразлично было. Смотрим в сухом остатке, какие причины завоевания. Поиск врагов внешних, поиск врагов внутренних. Это была русская операция с конкретной целью. Там очень четко сказано, что их привлекало вот Казанское ханство. Вот есть на земле подрайская землица. Райская землица. На Руси к этому времени закончились свободные земли, которые можно было раздать вот этому воинскому сословию, дворянам. Там сказано, что когда Иван Грозный обложил Казань своими войсками, он обратился к казанцам с предложением о мире. Им гарантировалась жизнь, сохранение местных законов и свободного исповедания мусульманской веры. Царь обещал не выселять татар с их земли. Ничего подобного не было. А когда уже город обложили, то уже было решено взять город и уничтожить это змеиное гнездо. И полное подавление, подчинение своей власти. Что и было проделано. Но это была обычная колониальная попытка захвата чужих территорий, чтобы потом оттуда извлекать доход.
И действительно, как только ханство было захвачено, все ясачники начали платить ясак московскую казну. В Казани и ее окрестностях было освобождено свыше 100 тысяч русских пленников. Население Казанского ханства около 500 000 человек. Ну что, из них каждый пятый был русским пленником. 100 000 человек пленных – это вообще кошмар. Такое количество людей просто негде было бы здесь поселить. Впервые в истории русская рать разгромила и подчинила Руси целое ханство. Это, конечно, смешно, но тем не менее вот на такую мысль наталкивает, что вот великие русские, они создавали государство при помощи совершения таких походов, все остальные оказываются врагами в такой ситуации. Наша задача стоит в том, чтобы в прошлом искать больше объединяющего. Единство России зависит от единства, конечно же, культур, народов, которые населяют это государство. Ничто не разрушает единство нашего государства, как попытки переписать его историю с точки зрения государствообразующего народа. У России не будет будущего, если не будет общего прошлого. Не будет общего будущего нашего государства, если у нас у всех не будет нашего общего прошлого. И вот за наше общее прошлое мы должны бороться во имя будущего России.